Оглянись вокруг. Война окончена, мы проиграли. Если бы ты покинул свой рай, ты убедился бы сам. Тьма уже повсюду. Всякая борьба с ней просто бессмысленна. Мы проигрываем тогда, когда перестаем верить в победу. Если не найти способ остановить тьму, то башня будет разрушена. Bir kumalak bir karın maydı çürütür. Ложка дегтя портит бочку меда. Ребята жизни иногда отдают. Милиционеры. За страну, за граждан. А вы разное дерьмо защищаете. Министерство должно само принимать самые решительные меры. Если совсем не получается, сделайте как в Грузии. Они полностью уволили все ДПС и наняли новых сотрудников. И так сделали 2 раза. Сколько можно эту реформу в ДПС проводить? Потому что люди судят о работе милиции не по спецназу. Спецназ выходит только в чрезвычайной ситуации. Как вот недавно была ситуация. А каждый день люди сталкиваются с тем же гаишником, с другим сотрудником, участковым. И любой такой факт должен нещадно караться. С корнем надо вырывать такое дерьмо. Bunlar büt милицияның намын булган. Амдаларды ечкен. Может быть, и вы все увидели это в YouTube. Значит, сотрудник ГАИ останавливает автолюбителя, значит, водителя машины. Значит, он его снимает, и они над ним прям измываются. Значит, пассажир выходит из машины в это время, куда-то уходит, и, значит, сотрудник ГАИ говорит: значит, вы нарушили правила дорожного движения, не пропустили пешехода. Объясняет ему вежливо, четко, ссылается на конкретный пункт ПДД. Вот. В ответ он говорит: нет, я не нарушал. И подходит этот парень, который вышел, он говорит: это был я, пассажир. Он меня пропустил, вы, говорит, неправильно говорите, обманывать. И они начали над ним издеваться. И он, бедный, уже ничего не смог сказать и просто ушел. Молодые люди не выключили камеры и начали прям хихикать, смеяться вовсю. Я вот хотел бы обратиться к господину Джумагазиеву, это новый руководитель. Я хотел бы попросить, что мы не должны больше допускать таких вещей. Слушайте, мы должны показывать, что это представитель власти. Он для чего там стоит? Он стоит для того, чтобы, слушайте, регулировать там дорожное движение, не допускать нарушения правил дорожного движения и так далее. И не позволять больше издеваться над сотрудниками ГАИ вот таким образом. Всем привет, друзья! И как и обещали, записываем видеообращение по поводу слов премьер-министра Кыргызской республики Сапара Исакова о том, что мы издевались над гаишником, дословно измывались. Мы прям по частям прокомментируем видео, да, которое было записано на заседании комиссии по безопасности на дорогах, и прокомментируем прям, каждый момент. Вообще я расскажу предысторию этого случая. Дело в том, что наши подписчики жаловались, да, о том, что в районе проспекта Мира с пересечением улицы Ахумбаевой дежурят сотрудники патрульной милиции, которые работают на пешеходов. То есть останавливают водителей и говорят: вы не пропустили пешехода. А в ПДД нет такого, да, понятия, как не пропустили пешехода, не есть понятие, как не уступили дорогу. И вот они выписывали протоколы, якобы вот ты нарушил и так далее и тому подобное. Было принято решение в том, что Розубек будет пешеходом, а Нурдин водителем. И вот мы сейчас подробно вам расскажем, видео прослушаем полностью. Может быть, и вы все увидели это в YouTube. Значит, сотрудник ГАИ останавливает автолюбителя, значит... Во-первых, да, не сотрудник ГАИ, ГАИ уже давно не существует. На тот момент, когда записывался видеоролик, была патрульная милиция. Это не ГАИ, госавтоинспекция уже давно не существует. Водителя машины. Значит, он его снимает, и они над ним прям измываются.
Измываются это вообще, вот, да, понятие. Вот как вы понимаете, ребята, измывается слово? Ну, не знаю, как можно понимать отстаивание законных прав, интересов, считать измыванием над человеком, над сотрудником милиции. Ведь мы требовали соблюдения законности, норм нормативно-правовых актов, всех правил. Никакого издевательства с нашей стороны не было. Мы просто требовали законности, требовали доказать факт нарушения. И пытались объяснить ему, что такое понятие уступить дорогу пешеходу. Так, идем дальше. Значит, пассажир выходит из машины в это время, куда-то уходит и... Пассажир выходит в это время из машины, да, говорит премьер-министр, и куда-то уходит. Где это видно на видео, да, как пассажир уходит? Вот он, человек, который переходил по пешеходному переходу. Вообще, как было, расскажите? В тот момент пассажир был на заднем сиденье, сидел, снимал на видеокамеру. Единственный пассажир. И он никуда не выходил, да, в машине было 2 человека. Я, как водитель, и, соответственно, оператор. Вообще пешеход, он вообще изначально вышел заранее. То есть, Вот пешеход. да, никто с машины не выходил. Никто ничего не обходил там это заранее. действительно пешеходом был Розубек. Да, то есть Нурдин проехал без нарушения. Расстояние между мной и машиной Нурдина составляло около 3 метров. Я не изменил ни скорость, ни направление движения. Я прошел спокойно, Нурдин проехал спокойно. Я обошел с той стороны, то есть по тротуару прошелся и стал чуть дальше от них. Начал наблюдать за ними. И потом уже подошел, присоединился к диалогу. Я в машине находился, я с машины не выходил. Я заранее уже был на пешеходном переходе. Это было все спланировано, чтобы проверить на добросовестность, на знание правил дорожного движения сотрудника. Это было заранее спланированное действие с нашей стороны. Сотрудник уже как бы увидев эту ситуацию, то есть по идее он вообще не должен был останавливать водителя, да, но он решил опять же по своей схеме отработать схему, то есть остановил и решил вменить правонарушение, которого не было. Есть понятие в ПД, то, что пешеход не должен изменить скорость движения и направление, тогда считается, что ему уступили дорогу. Ну да, к этому вернемся мы. Вот тут речь именно о том, что Сапар Исаков ввел общественность в заблуждение, сказав то, что пассажир вышел из машины и обошел, да, куда-то, а потом еще присоединился. То есть якобы он не переходил дорогу, да, как было на самом деле, а то, что он вышел из машины и выдал себя за пешехода. Данным, да, обращением премьер-министр вводит вас в заблуждение. Такого не было. Вот, пожалуйста, сидит пешеход, который на тот момент переходил дорогу, вот сидит водитель. В машине на тот момент был один пассажир, это оператор, который сидел сзади. На видео это все видно. Дальше идем. Значит, сотрудник ГАИ говорит, Опять ГАИ. Это не ГАИ, это патрульная милиция. значит, вы нарушили правила дорожного движения, не пропустили пешехода. Опять Не же, пропустили пешехода. Такого понятия в правилах дорожного движения нет. Есть какое понятие? Уступить дорогу. Ну вот, уступить дорогу. Объясняет ему вежливо, четко, ссылается на конкретный пункт ПДД. На конкретный пункт ПДД. Пожалуйста, опять же, Вы кто можете сказал? посмотреть видео, что сослаться ни на один пункт ПДД инспектор не смог. Это вот отмечу, да, со слов премьер-министра, это уже второе, да, с его стороны, как бы, введение в заблуждение, потому что сотрудник патрульной милиции не сослался ни один пункт из правил дорожного движения. Идем дальше. Вот, в ответ он говорит, нет, я не нарушал. И подходит этот парень, который вышел, он говорит, это... Обратно, да, говорит, то, что подходит этот парень, вот этот парень, он ниоткуда не... Да, он подходил, но он не выходил из машины, как говорит премьер-министр. Где доказательства, если даже так было? Я пассажир, он меня пропустил, вы, говорит, неправильно говорите, обманывать. И они начали над ним издеваться. Опять, где издевательство? Да, вот хотел спросить, где издевательство? В каком моменте вы заметили издевательство? Вот здесь на самом деле уже, то есть сотрудник, ну ситуация такая, что вот водитель заявляет, что он не нарушал
то есть я не нарушал правила дорожного движения. Подошел ответственный гражданин, пешеход. Я иногда тоже так делаю, когда вижу, что сотрудник из-за меня останавливает автомобиль, когда он мне помехи не создает. Я подхожу и заявляю, что мне помехи создано не было. То есть нормальный сотрудник уже в этом моменте должен извиниться перед водителем, отпустить, соответственно, поблагодарить ответственного гражданина в лице пешехода и продолжать нести службу, чего сделано не было. Дальше идем. Говорить обманывать. И они начали над ним издеваться. И он, бедный, уже ничего не смог сказать и просто ушел. Это молодые люди не вы... Вот здесь отметить хочется, почему бедный сотрудник не смог ничего сказать. Элементарно просто потому, что у него не хватило знаний НПА, нормативно-правовых актов. Если бы сотрудник был грамотный, он бы смог нормально изъясниться и предоставить доказательства, все объяснить, все по полочкам разложить. И, соответственно, такой ситуации не было бы. Так, дальше идем. Включили камеры и начали прям хихикать, смеяться во А, всем. вот сейчас вот повтор. Говорить, обманывать. И они начали над ним издеваться. И он, бедный, уже ничего не смог сказать и просто ушел. Молодые люди не выключили камеры и начали прям хихикать, смеяться во все. Это вы представляете, да, сколько людей сидит, и вот премьер-министр, да, на всю страну еще и перед этими людьми ответственными, да, заявляет, они не выключили камеры и начали хихикать, смеяться. Ну надо же разобраться, да, в ситуации, если вот вы смотрели видеоролик, да, Сапар Джумакадырович, нужно же слушать, над чем люди смеются. Это Орозобек смеялся над тем, что он не снял, оказывается, да, он стоял с телефоном, да? Я снимал на фотоаппарат. Он с фотоаппаратом стоял, с сотрудником патрульной милиции, когда вел диалог, он снимал все это происходящее, на видео фиксировал, да? И когда он сел в машину, он заметил, обнаружил то, что запись все это время не велась. И он это сказал вслух и начал смеяться после этого с Нурдином. Ну это же, нужно же слушать. Зачем так вот, да, таким образом вводить обратно же? Это уже третий раз вы за одну речь, вот, получается, так ввели в заблуждение общественность. Здесь на самом деле, да, мы посмеялись именно над тем моментом, что Орозубек стоял, снимал, якобы, как он думал, снимал на фотоаппарат, и оказалось, что он просто не нажал на кнопку запись. Над этим мы и посмеялись. На самом деле там было не до смеха. Сотрудник был настолько неграмотный, настолько не мог объяснить предъявленные им же обвинения. В общем, ссылка на видеоролик, да, о котором говорил Сапар Джумакадырович, будет в описании этого видео. Посмотрите все. Еще что? Да, кстати, ролик, который посмотрите вы, да, после этого обращения, тоже очень важен, потому что он отображает действительность, да, отображает лицо нынешней милиции. Обратите внимание и проведите параллели, где издевательство, где измывательство, а где, да, реальные факты. Подумайте, да, пожалуйста. И поделитесь по максимуму этим видеороликом, потому что я считаю то, что недопустимо, да, то, что сказал премьер-министр, это недопустимо, потому что нас попросту оклеветали. И слова не соответствуют действительности, как вы видите. Вот, в принципе, спасибо за внимание. Это все, что мы хотели сказать.
Снимаешь, да? Снимаю. А? Снимаю. А зачем? Не, просто интересно. Просто Для чего? хочу. Хочу здесь остановиться. Ne tartotasın? Ya, Ne tartotasın? tartsalı boyu. Ya. Tartsalı boyu. Ne hakkın var senin tartkanday? Sütü tartı adam mı? Ne tartotasın? Sütü tartı adam mı? Ya. Sütü tartı adam mı? Ne var tartotasın? Sütü tartı adam mı? Ya. Ne oldu size? Ne tartotasın? Siz geldiniz tartı adam mı? Когда мне с кем? Ne trasın ya? Ne tartotasın? Эй, не трогай машину вообще. Сибис отсюда. Сибис нахуй. Заявление напиши на вас. Ты нахуй как, куда хочешь нахуй. Выйдем нахуй. Düş машинаны. Не bağırınca bulaş машинаны. Sen. Sen. Инспектор, представьтесь. Инспектор. Представьтесь, инспектор, выйдите с машины, представьтесь. Инспектор, представьтесь. Так, бет. Инспектор! Представьтесь, инспектор! Инспектор, представьтесь! Инспектор! Представьтесь, говорю! Зачем ты, а?